В начале июня этого года стало известно о гибели в зоне спецоперации хангаласа Иннокентия Михайлова. 10 декабря ему должно было исполниться 39 лет. У него остались жена и трое детей, а также светлая память, которую решили почтить проведением патриотического слета. Организаторами выступили молодежь Немигюнского наслега, откуда был родом Иннокентий. Посещение Ленских столбов, Тукулан, Булус. Мероприятие прошло в эти выходные. Первый день был больше интеллектуальным. Участники сыграли в квиз, разрабатывали и защищали проекты, касающиеся патриотического воспитания молодежи. Также состоялся диалог на равных с заместителем главы района по социальным вопросам Юрием Никифоровым. Второй день был полностью посвящен спорту. В течение этих 2 дней родственники Иннокентия Михайлова присутствовали и помогали организаторам. Да, они помогали в организации, то есть советовали, как это делать. И вчера тоже подходили, смотрели на молодежь, как они выступают во время проектной деятельности и во время выступления их на сцене, во время открытия. Своих участников направили в села Ой, Улахан, Булгуняхтах, поселок Махсагалох и город Покровск. Также участвовала сборная студентов Актемского филиала АГАТУ. Всего количество участников составило 60 человек. Я не думала, что будет столько людей. Это очень хорошо. Я очень рада. По результатам 2 дней победителем слета стала команда Немигюнского наслега. Они получили главный приз – генератор. Второе место у сборной Актемского филиала АГАТУ, третье место – Махсагаловская команда. Также раздавались отдельные номинации. Так, лучшим спортсменом был признан участник команды города Покровска Игнат Сивцев. Что ты знаешь о человеке, в память которого молодежный патриотический слет провели? Ну, я знаю его заочно. Мне рассказывали о нем. Он, да, хороший, отзывчивый был. По словам организаторов, молодежный патриотический слет памяти Иннокентия Михайлова отныне будет проводиться ежегодно. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.